На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, медики оказывают помощь раненым, жертвам теракта, совершенного во время пятничной молитвы в шиитской мечети. По официальной информации, 4 или 5 экстремистов бросили гранаты в мечеть, а после открыли огонь. В то же время один из боевиков взорвал себя вместе с взрывным устройством. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли или были ранены десятки людей. 2 недели назад в шиитской мечети в Пешаваре в результате теракта экстремиста-смертника погибли более 60 человек. В столице Македонии Скопье студенты третий день кряду не покидают университетских корпусов, протестуя против нового законопроекта в области высшего образования. Студенты взяли под контроль оборудование и помещения крупнейшего государственного университета и не собираются покидать корпуса, пока новый законопроект не будет отозван. Студенты утверждают, что новый закон в случае принятия подорвет основы университетской автономии. Они настаивают на том, чтобы Министерство образования включило представителей студенческого коллектива в комитет по разработке нового законодательства. В городе Беткене на юге Киргизии ветераны и местные власти отметили 26-летие вывода последних подразделений советских войск из Афганистана. Это произошло 15 февраля 1989 года. Военнослужащие возложили венок к памятнику киргизам, павшим жертвами войны в Афганистане, которая длилась 9 лет. На войне в Афганистане в рядах советской армии воевали 7 тысяч киргизов. Более 250 киргизов погибли. В столице Казахстана, Алма-Ате, несколько велосипедистов приняли участие в международной акции «Зимой на работу на велосипеде». Цель этой акции – популяризация экологически чистого вида транспорта и увеличение числа велосипедистов, едущих по городу в любую погоду. В акции участвуют велосипедисты регионов с суровым климатом, в том числе Финляндии, России и Аляски.